В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 17 февраля. По зову сердца. Многие из них имеют за плечами боевой опыт и подписывают контракт уже не в первый раз. Новая группа добровольцев вылетела из международного аэропорта в зону СВО. Развитие детских садов. Мы с уверенностью можем сказать, система дошкольного образования в городе Косан состоялась по территории диалога, творчества и высоких стандартов. В Грозном торжественно дали старт году дошкольного образования. Благотворительное шоу. Хотим поблагодарить главу республику Кадырова Рамзана Ахматовича. В столице организовали представление с дельфинами для детей-сирот и с дополнительными потребностями здоровья. Миллионы мусульман в ожидании даты начала благословенного месяца Рамадан. Чеченская республика традиционно ориентируется на позицию Саудовской Аравии. Ученые королевства определяют начало месяца, основываясь на визуальном наблюдении за Луной. Дату первого дня обязательного поста объявил муфтий Салах Хаджимижиев. Кана 18 февраль, среда, 2026 год. شهر رمضان بيت حلقر دو وزغلوج الله دالا بيركة داش بين خيل وينا هرمار خيبوت وزغلوج دالا هرمار خيبوت لار إيمان توفيق موكشل غور نيتsa ريتsa بيركة لويل وين وزغلوج دال شيقية تم دائما مسوغنة إبيل غش بتيل وين شكماشوت إيل غيل وين. С наступлением благословенного месяца Рамадан мусульман поздравил Рамзан Кадыров. В своем обращении в телеграм-канале глава подчеркнул, что верующие ждали этого времени с особым трепетом, воспринимая его как период духовного очищения и укрепления веры. Рамадан дарован Всевышним как возможность исправить ошибки, приблизиться к нему и обрести душевный покой. Особое внимание в этот период уделяется раздаче милостыни, помощи сиротам и нуждающимся. Как отмечается в публикации, жители республики встречают месяц поста с радостью и почтением. Из Грозного в зону СВО отправилась новая группа добровольцев, которая пополнит ряды спецназа «Ахмат». За их плечами спецподготовка в Российском университете спецназа, где бойцы освоили тактические приемы, навыки оказания первой помощи и ориентирования на местности. В составе контингента как опытные воины, так и новобранцы. О мотивации добровольцев в репортаже Ахмеда Рамазанова. Вновь из Грозного выдвинулась очередная многонациональная группа добровольцев. Все они объединены одной целью – это защита самого святого, своей родины. И по традиции на проводы прибыл председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, а также руководители силовых структур. Среди вас есть уже опытные, видно это было сейчас. Вот самое главное вот передать этот опыт своему брату, который идет с вами плечом к плечу. Берегите друг друга, поддерживайте. Вы сами знаете, поддержка – это самое главное. Вам большая честь, это не выпало вам, а как бы вы сами вышли на этот благородный путь защиты Родины, своей страны и своего флага и гимна. Удачи вам всем. Я хочу поблагодарить вашего лица Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова, который уже 3 года нам помогает всем тем необходимым в зоне проведения СВО, начиная с обмундирования, заканчивая FPV-дронов, автомобилей, всем тем, что нам надо для выполнения поставленных задач Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и командиром, куратором непосредственно легендарного спецназа «Ахмат», генерал-полковника, Героя России, главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Самое главное, и как говорится, как сказал Рамзан Ахматович, самый первый приказ – возвращайтесь домой живыми и здоровыми, к своим семьям, к своим детям. Победа за нами, победа не за горами, все, иншаллах, будет хорошо.
Ахмат! Сила! Россия! Мощь! Аллаху Акбар! Ура! Перед отправкой на фронт новобранцы проходят ускоренный курс тактической и стрелковой подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина, где с ними занимается опытный инструкторский состав. За короткое время добровольцев обучают оказанию первой медицинской помощи, стрельбе из различного вида оружия и другим важным навыкам, которые пригодятся при решении поставленных задач. Подготовку проводят, на мое мнение, очень хорошие инструктора, потому что очень много советов личных, потому что ребята были сами на передовой, то есть прошли передовую, подсказывают, как лучше по жизни, то есть, как по личному опыту. Это прям очень хорошая подготовка, и я прям очень рад, что я прошел эту подготовку именно в Руси. В составе группы как жители Чеченской Республики, так и представители других регионов страны. Многие из них имеют за плечами боевой опыт и подписывают контракт уже не в первый раз. Боец с позывным «Танк» отправляется в зону проведения специальной военной операции 6-й раз. Он отметил, что многонациональный спецназ «Ахмат» – самое эффективное и обеспеченное всем необходимым подразделение. Я горжусь, что с самого начала СВО я здесь, в составе легендарного подразделения спецназа «Ахмат». Это важно. Слова – это пустота. Поступки скажут, кто вы есть на самом деле. И приезжая сюда в очередной раз, я горжусь, что здесь именно так. Все делается по красоте, принимаются четко решения. Сейчас ребята довольны. И я горжусь, что именно я в числе этих настоящих мужчин. Мужчинам в России многим нужно взять пример именно с людей, которые стоят в этом строю. Патриотизм и готовность к самопожертвованию, проявляемыми этими людьми, укрепляют дух нации. Они становятся символом мужества и стойкости, напоминая всем о значимости защиты своей страны и ее интересов. Их действия способствуют не только военной поддержке, но и созданию атмосферы единства и взаимопомощи среди граждан. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Сумма единовременной региональной выплаты для участников СВО, заключивших контракт с Минобороны, увеличилась. Военнослужащим специальной военной операции также гарантировано достойное ежемесячное довольствие, а их семьям всесторонняя социальная поддержка. В республике им доступна 31 региональная мера помощи. Подробнее Лейла Муртазова. 400 тысяч. Именно такую региональную выплату теперь будут получать добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции в составе спецназа «Ахмат». Средства перечисляются сразу после подписания контракта с Министерством обороны на 4 месяца. Плюс предусмотрены социальные льготы и гарантии, как у военнослужащих. После окончания тренировок они подписывают контракт с Минобороны на 4 месяца. После подписания контракта им выплачивается региональная единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей. Вместо та, которая у вас сейчас выплачивалась, сейчас подняли до 400 тысяч. С началом специальной военной операции желающие встать на защиту Родины со всех уголков России отдают предпочтение выезжать на боевую точку через Чеченскую Республику, где на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина они проходят интенсивную боевую подготовку под руководством опытного инструкторского состава. Ахмат выбрал почему? Потому что здесь есть сплоченность. Здесь не бывает такого, кто-то выше себя ставит, кто-то ниже. Здесь все одинаковые. Даже взять инструкторов, командиров, отношение другое. Только с начала этого года в Российском университете спецназа подготовили и направили в зону проведения специальной военной операции более 400 добровольцев. Учебные полигоны работают в усиленном режиме на постоянной основе. Денежная инициатива коснется и тех, кто подписал контракт ранее, до введения изменений. Осуществляется эта выплата благодаря региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Также все, что связано с обеспечением добровольческих отрядов, находится под контролем благотворительной организации. Выплаты, все вас устраивает? Да, абсолютно все устраивает. Лучшая экипировка, подготовка на уровне спецназа. Чтобы пополнить ряды Ахмат, новобранцы должны обратиться в мэрию Грозного. На службу принимаются мужчины от 18 до 59 лет, имеющие гражданство России. Пройдя отбор, их направляют в РУС. Там же и подписывают контракт, при котором необходимо иметь базовые документы гражданина Российской Федерации. Адрес записи: Чеченская Республика, город Грозный, мэрия города Грозного, улица Исмаилова, 1. Это путь сильных. Это выбор чести и ответственности. Служим России.
Рамзан Кадыров регулярно объявляет об отправке очередного отряда в своем телеграм-канале, где также закреплены номера для связи. Напомним, что с начала специальной военной операции из Грозного на линию фронта направлено более 24 тысяч добровольцев, и это число только растет. Региональные власти делают все, чтобы участники СВО были всесторонне поддержаны и продолжают трудиться на благо Родины и их защитников. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Более 200 участников, от директоров до школьников и их родителей, собрала стратегическая сессия «Навигаторы детства. Сила в единстве». В центре внимания участников – семейные ценности, духовное воспитание и гражданское участие. О лучших практиках и поиске новых подходов в педагогике в следующем репортаже. Во всех субъектах России стартовала масштабная кампания по проведению стратегических сессий «Навигаторы детства. Силы в единстве». В стенах Грозненского нефтяного технического университета имени академика Миллиончикова состоялась одна из таких. Мероприятие объединило более 200 гостей. Оно направлено на консолидацию усилий семьи, школы, общества и страны в вопросах воспитания детей. Министр образования и науки региона Хошбауди Дааев считает эти встречи лучшим способом показать важность работы учителей, наставников и классных руководителей. Благодаря усилиям главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, его последовательной политике мы сохранили в республике межнациональный мир, воспитали целое поколение молодых людей, готовых служить Отечеству, готовых к созидательному труду и защите Родины. Чеченская Республика сегодня – это яркий пример того, как на одной территории могут переплетаться традиции разных народов, создавая уникальный социокультурный код. Это единство и многообразие является фундаментом мира и стабильности в регионе. На чеченской земле, в мире и согласии живут чеченские, русские, ингуши, кумыки, нагайцы и десятки других народов. Желаю всем нам плодотворной работы, интересных идей и успешной их реализации. Я отдельно хотел бы попросить, поскольку здесь у нас наставники сегодня в системе образования, вообще в той роли, которую занимает школа в обществе, наставник и классный руководитель – такие ключевые звенья, на которых очень большая ответственность и на которых действительно большая надежда. В год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, особенно важно оказать поддержку всем, кто работает с детьми и молодежью. Ценности семьи и общества находятся под защитой Конституции субъекта и Российской Федерации. В принципе, на законодательном уровне вся база заложена, все условия, в принципе, есть. Остается работа, которая направлена должна быть на реализацию того, что у нас закреплено на конституционном уровне, государственном уровне. Поэтому в этом плане, я думаю, данный форум может какие-то выявить недочеты, недостатки, подскажет тем, кто непосредственно занимается в данной области, что не хватает. Может, мы обратим на дополнительное внимание, но у нас есть разные программы, есть разные работающие на государственном уровне целые институты, которые в этом заложили и денежные основу, а также концептуально. У нас в республике, допустим, главой республики еще давно учреждена концепция духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, где тоже указываются основные моменты взаимоотношений как в семье, так и в обществе. Такие образовательные встречи – это действительно инструмент коллективного проектирования воспитательного будущего всей нашей страны. Еще на старте добилось преимущество, система воспитания четкая, понятная, глубоко научная система у нас с самого детства. Масуд дештик школга беш болбол, университетка беш болбол, дайшна нас беш болбол, опираясь на наши фундаментальные ценности, дал абовшдей. В ходе панельной дискуссии делегаты обсудили тему «Семья, школа и вера. Три опоры воспитания». Затем для школьников, наставников и родителей были организованы несколько интересных тематических площадок. Культура и код идентичности – это одна из площадок форума. Здесь дети получают знания своих национальных традиций. Это полезно тем, что воспитывает в молодежи лучшие качества.
На каждой из таковых ребята усваивали темы, посвященные культурному и просветительскому воспитанию. Благодаря советникам директоров по воспитанию мы проводим именно государственные смыслы. То есть советник директора по воспитанию, он несет в себе федеральную повестку. Все, что касается именно наших государственных ориентиров, влечет в системе образования советник директора по воспитанию во взаимодействии с остальными педагогами. Как оказалось, для детей вместе с их родителями этот способ обучения был полезным и приятным. Да, это мероприятие мне очень понравилось, потому что она раскрывает тему единства. Прямо сейчас с командой мы работаем над заданием насчет праздников и календаря. Мы его вместе обустраиваем. Проект реализуется Российским детско-юношеским центром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Торп, Лолита Исумов, Шамсудин Джабраилов и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Фундамент успешного будущего закладывается в раннем возрасте. Об этом заявил министр образования и науки Хошба Одидаев на торжественном мероприятии в честь старта года дошкольного образования. Инициатива эта нацелена на всестороннее развитие детей, модернизацию инфраструктуры садов и профессиональный рост педагогов. О том, какие изменения ждут отрасли, в репортаже Мадины Кураевой. Торжественное открытие года дошкольного образования в Чеченской Республике началось с исполнения государственных гимнов. В зале представители органов власти региона, приглашенные гости из соседних республик, руководители и педагоги детских садов. Выступая перед собравшимися, министр образования и науки региона Хошба Одидаев отметил, что развитие дошкольного образования остается одним из ключевых направлений работы, поскольку именно в раннем возрасте закладываются основы личности и будущих достижений ребенка. Вот этот объявленный год у нас на систему дошкольного образования, конечно, накладывает дополнительную ответственность, дополнительные обязательства. Большое внимание уделено воспитанию детей, сохранению традиционных семейных ценностей. Весь мир знает про культуру регионов Северного Кавказа. Здесь мы еще раз в этом году должны показать, что на нас нужно равняться. К нам приезжать за нашим опытом. Нас приглашают, чтобы мы поделились. Мы помним слова великого Ахмата Хаджи Кадырова, героя России, нашего первого президента, который говорил: учитель создает нацию. И этого ребенка в первую очередь самые годы, конечно, он попадает в дошкольное образование, в детский садик, где больше времени проводит, чем с родителями. Больше познает, через весь мир, наверное, познает через теплые руки, через отношения к себе своего воспитателя. У нас это все получается. На сегодняшний день в столице республики функционирует 103 дошкольных образовательных учреждения. В них трудятся более 6 тысяч сотрудников и свыше 20 тысяч воспитанников, которые получают качественное образование и всестороннее развитие. Благодаря Хадижат Кадыровой, которая возглавляла Департамент дошкольного образования мэрии Грозного, за последние годы данная сфера значительно укрепила свои позиции, внедрили современные методики и продемонстрировали высокие результаты на всероссийском уровне. В настоящее время ведется работа по успешной реализации ряда мероприятий, направленных на совершенствование и развитие системы дошкольного образования в столице региона. Одним из ключевых событий стало активное участие руководителей дошкольных учреждений во Всероссийском форуме работников дошкольного образования «Ориентиры детства 5.0», который состоялся в Москве в 2025 году. Представленный на форуме мастер-класс «Этнографический калейдоскоп» вызвал огромный интерес к культурно-историческому наследию Чеченской Республики. Мероприятие стало площадкой для презентации передовых методик обмена опытом и установления новых профессиональных контактов. Наш долг обеспечить условия для развития у детей позитивного восприятия, разнообразия культуры и укрепления духа объединения и согласия. Только совместными усилиями мы сможем создать такую атмосферу, в которой будут комфортно жить и процветать представители всех народов России. И сегодня, оглядываясь на пройденный путь, мы с уверенностью можем сказать: система дошкольного образования города Грозного состоялась как территория диалога, творчества и высоких стандартов. Но впереди нас ждут новый горизонт. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, всегда подчеркивал, что мы обязаны воспитывать в подрастающем поколении истинных патриотов, знающих свою национальную культуру, свои истоки
и следующих духовным традициям. В числе ярких достижений успех детского сада номер 5 «Дики». Учреждение одержало победу в номинации «Дар танцующих поколений» фестиваля «Маленький посол Большого мира». Награда стала подтверждением высокого качества образовательного процесса и эффективности применяемых методик. Наш творческий коллектив из воспитанников детского сада выступили с национальным танцем «Пульс Родины». Мы выиграли первое место в номинации «Дар танцующих поколений». Все наши достижения, все наши победы, пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство нашей республики, что мы сегодня именно с дошкольного возраста можем показать нашу республику на таком уровне. Приглашенные гости отметили высокий уровень инфраструктуры дошкольных учреждений Грозного и профессионализм педагогов. Наше сотрудничество носит уникальный характер в плане того, что очень приятно сотрудничать с педагогами высокого уровня, профессионалами города Грозного. В дошкольных организациях я побывала во многих образовательных организациях, и уровень профессионализма, могу сказать, что очень высокий. Очень много мы тоже берем опыта и навыков, то, что происходит в Чеченской Республике сегодня в системе дошкольного образования. В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония награждения лучших работников. Почетные грамоты и благодарственные письма получили педагоги и руководители, внесшие вклад в развитие отрасли. Праздничную атмосферу дополнили яркие концертные номера. 2026 год объявлен Министерством просвещения Российской Федерации годом дошкольного образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания, развитие инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов. Год дошкольного образования в Чеченской Республике официально открыт. Впереди насыщенная программа мероприятий, профессиональные конкурсы и новые проекты. Все они направлены на дальнейшее совершенствование отрасли и создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка. Мадина Кураева, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В Грозном выбирают лучшего работника дошкольного образования. Республиканский конкурс «Воспитателя года» призван поддержать педагогов и помочь им обменяться с опытом. Участники соревнуются в мастерстве, выполняя сложные профессиональные задания. О конкурсных испытаниях в репортаже Линды Джамалдиновой. Воспитатель в детском саду – это первый наставник за пределами семьи и человек, который формирует у ребенка основы мировосприятия. Именно он закладывает навыки общения, развивает познавательный интерес и помогает сделать первые шаги к самостоятельности. Эти качества продемонстрировали участницы профессионального конкурса «Воспитатель года-2026». Здесь педагоги подтверждают свое мастерство на практике, в работе с детьми, в умении выстроить образовательный процесс и создать атмосферу доверия. Фатима, скажи, пожалуйста, что делает врач? Лечит. Участие принимают воспитатели из разных детских садов региона. Всего их 10. В первый день конкурса они прошли испытание «Визитная карточка». Педагоги презентовали собственные методические подходы, рассказали о результатах работы с воспитанниками и продемонстрировали свой стиль. Сегодня программа продолжилась педагогическим мероприятием с детьми. В рамках этого этапа конкурсантам предстояло провести открытые занятия. Нам нужно было увидеть то, как педагог умеет взаимодействовать именно с детьми, которые видят его в первый раз. Нам нужно было увидеть именно его педагогическое мастерство. Поэтому они приходят к детям, которым не знают этого воспитателя, никогда с ним не взаимодействовали. И воспитатель на месте во время конкурса налаживает контакт с этими детьми. Хороший воспитатель должен любить детей. Он должен любить свою работу, свою профессию и полностью именно жить этой профессией. А без любви к детям, я не думаю, что кто-то сможет продержаться и один день.
Участницы показали себя на высоком уровне. Они представили авторские разработки, нестандартные формы подачи материала и взаимодействия с детьми. Каждое педагогическое мероприятие отличалось продуманной структурой, четкой организацией и соответствием с современным требованиям образования. На этом занятии я использовала интеграцию. У меня было художественно-эстетическое развитие, была мелкая моторика рук, физическое развитие. Дети были очень активны, хорошо отвечали, и я думаю, им понравилось. По сути, воспитатель – это проводник в мир знаний и социальных отношений. И от того, насколько внимательным, чутким будет этот специалист, во многом зависит дальнейшее развитие каждого ребенка. И сегодняшнее занятие с совершенно незнакомыми им педагогами дети оценили на ура. Нам очень интересно было с Хедой. Мы там фасоль собирали, горох собирали, бусинки собирали, карету собирали. Одна из участниц конкурса Селимат Ахмадова работает воспитателем уже 15 лет. В детстве она сама не ходила в садик и всегда задавалась вопросом, какой он, этот мир за его дверями. Со временем интерес перерос в осознанный выбор профессии. Теперь для нее это дело жизни. Я ранее участвовала в конкурсах, в разных конкурсах. Я просто хотела проверить себя. И когда дети моей группы, воспитанники моей группы узнали о том, что я участвую в конкурсе, они просто тихо мне сказали, что я выиграю этот конкурс. Они верили в меня. И в тот момент я уже почувствовала, что я победила, что я победитель. Конкурс «Воспитатель года» направлен на поддержку талантливых педагогов дошкольного образования. По итогам 2 туров жюри определит 7 финалистов, которые продолжат борьбу во втором и финальном этапе. Победители посоревнуются на республиканском конкурсе. Лучший среди них представит регион на федеральном уровне. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Захватывающие прыжки, синхронное плавание, катание тренера на спине. Эти и другие трюки в исполнении дельфинов каждый раз вызывали восторг у юных зрителей. В Грозненском дельфинарии состоялось шоу для детей с дополнительными потребностями здоровья и сирот из Дагестана. Гостей ждали сложные номера, великолепная постановка и музыкальное сопровождение. Репортаж Турпала Тайсумова. Дети – цветы жизни, и, конечно, за ними нужен постоянный уход и внимание. Для подрастающих ребят с особенностями развития, а также детей-сирот из Братской Республики Дагестан было показано красочное шоу дельфинов. А кроме того, мероприятие посетили и многочисленные семьи. Отрадно то, как дети реагируют на выступления грациозных животных. Некоторых маленьких зрителей дельфины катают на лодочках лично. Межрегиональная общественная организация детей-инвалидов способствовала тому, чтобы детям из 2 регионов было весело. По словам председателя Зары Садулаевой, они стараются сделать приятно тем, кому в жизни очень непросто. Хотим поблагодарить главу республики Кадырова Рамзана Ахматовича за то, что каждый год, нашу встречу объединяют здесь наших детей. И с нами сегодня в гостях дети из Дагестана, которые 3 месяца держат сами пост, которые 3 месяца ходят на утренние намазы, которые знают Коран наизусть. Дебиргаджи Хангиреев привез сюда детей, воспитывающихся в неполных семьях. Говоря о праздничном вечере, гость выразил благодарность за возможность подарить ребятам мгновение радости. Впечатление, клянусь, я даже настолько выразить не могу, настолько я счастлив, что вот эти дети попали сюда. Здесь у меня большинство детей, которые остались без отцов, в трудном положении. Вот из таких семей детей привез я сюда. Я хотел, чтобы они как-то обрадовать их, как-то это сделать сюрпризом. Милые животные исполняли завораживающие трюки, прыгали высоко, играли в мяч. Дети не могли подобрать всех слов, чтобы описать свой восторг. За них скорее говорили улыбки на лице. Я люблю дельфины. Играли. Туда круг делали и рисовали. Организаторы не только показали выступление, но также приготовили подарки для детей и организовали вкусный обед. Турпал Тайсумов, Моусар Хаджиев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Зимний чемпионат Чеченской Республики по футболу в самом разгаре. 15 команд сражаются в 3 группах на полях футбольного клуба «Рамзан». Согласно регламенту, в следующий этап выходят команды, занявшие 1 и 2 места в своих группах, а также 2 лучшие команды из 3-х мест. Впереди игры на вылет и финал, который определит нового обладателя кубка. Это ежегодный наш турнир.
в котором принимают лучшие представители нашей республики, которые участвуют в чемпионате и в первенстве республики. Игры стартовали в январе месяце. Сегодня мы видим заключительные игры. Вот. Далее по олимпийской системе будет команда играть 1/4 финала. Проигравший выбывает из участия. И к концу марта наши игры, турнир закончится. Этот турнир он проводится уже в нашей республике на протяжении, наверное, 50 лет. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте Алайнаха в социальных платформах.